я один из тех, кто участвовал в организации не раз. Ну вот в том виде, в котором он сейчас. То есть мы и с Эльфией Рашитовной изначально познакомились, пригласили ее, то есть у Раджафярыча встречались, обсуждали моменты того, что надо заниматься татарским языком в Санкт-Петербурге. Ну, то есть, потому что язык, татарский язык, это является основой татар. То есть, если мы забудем язык, то не будет уже народа. К сожалению, я татарский не знаю, потому что, я татарин, но только по маме. И она, к сожалению, татарский язык, в силу, наверное, советского времени, она еще не знала и со мной как бы не разговаривала. Я вот в силу уже осознанного возраста, скажем так, решил, что все, надо этим как бы вопросом заниматься. Но, честно сказать, очень тяжело идет татарский язык, тем более, если брать, что работа, все это очень сильно отвлекает. И, если заниматься языком, надо заниматься им постоянно. Практиковать и учить что-то новое. Здесь немножко, может быть, в Петербурге не хватает, может быть, какой-то практики именно культурной, театров мало, да, то есть каких-то. Сейчас есть народный театр татарский, но у них пока что еще они только начали, у них мало таких спектаклей. Да. Но родился я в Якутске. Изначально я родился в Якутске, и мы переехали сюда в 99-м году, то есть, считайте уже, что из Петербурга. У меня все родственники татары, они здесь, частично здесь, частично в Казахстане. То есть там моя мама родом из Казахстана. Я тогда болел ковидом дома, и ко мне никто не приходил, но я через госуслуги, у меня супруга, она сказала, давай так перепишемся, мы с тобой быстренько. Говорю, и не забудь, последний, что ты татарин. Родители у меня оба татары из Мордовии. Я родилась здесь, еще в Ленинграде. Когда я была подростком, ребенком и жила в городе не татароязычном, я, конечно, не буду этого скрывать, очень стыдилась и боялась, потому что татаро-монгольская ига и так далее, никто ничего этого не отменял в школе. Когда я получила свой паспорт, меня все в школе звали Софа. Когда я получила свой паспорт, я увидела, что вторая буква в моем имени А. И сказала, мама, это что? Мама сказала, как, София, это татарское имя, так назвал тебя твой папа. Папы, к сожалению, тогда уже не было в живых, претензий высказывать было некому. И я думала, что я имя это быстренько изменю, потому что мне прям было, не дай бог, меня еще кто-нибудь так назовет в школе. Потом что-то, знаете, закрутилось, завертелось, имя менять я не стала, и когда я закончила университет, наш СПбГУ, психфак, и стала преподавать, я стала София Камильевна. И это сразу вызывало такой интерес, а что, откуда, а как? И я подумала, наверное, хорошо, что я не изменила. Стала интересоваться корнями. Понятно, что, мама, семья втягивали меня максимально в татарский, но вы знаете эту подростковую историю, когда ты такой, нет, ничего не надо, ничего не знаю. Я стала приближаться к культуре через музыку. Я ездила к тетушке Рашиде в Нижний Новгород, она мне включала по дороге какие-то песни татарские. Я говорю, о боже, что это за замечательные звуки, мне нужно срочно это петь и знать. И так я стала интересоваться культурой, и в 2017 году я нашла Рустама покойного Кучашева, который вот как раз организовал Питер Буйларен. Я стала принимать участие в мероприятиях, что-то организовывать тоже сама, и узнавать больше свою культуру и понимать, насколько много она мне дает сил, опоры, насколько важно вообще узнавать себя, свою историю своей семьи, свои корни. И затем вот Альфия Рашитовна уже, я так понимаю, после того, как пригласил ее Равиль Джафярович Панчиев, председатель наш, Альфия Рашитовна порекомендовала и меня, а мне и их. И так в 2019 году мы вместе начали здесь организовывать наш Мирас. Мне кажется, что все-таки из того, как я знаю, чувства мы на втором месте по численности, да, после русских. И татар в Петербурге действительно достаточно много. То есть наша задача все-таки То есть вы не верите в цифру, что 20 тысяч Нет, человек? конечно не верю, гораздо больше. На любом мероприятии, мы вот были на Бале национальности в этом году, это крупнейшее мероприятие, летнее, когда представители разных национальностей, крупнейшие коллективы выступают. После выступления к нам подошло, я не знаю, немерено человек, да, Руфина, которые говорили, а мы тоже татары, и с такой радостью, понимаете, это дорогого стоит.